Вот в этих деревянных домах опасная наледь образовалась несколько недель назад с приходом тепла. А снег, кажется, не убирали целую зиму. Предписание управляющей компании, не справляющейся со своими обязанностями, пришлось выдать госжилинспекции. Проверять результат приходится на месте. И, кажется, он не очень радует. По выполнению нашего предостережения мы сейчас смотрим, что управляющая компания огородила данный многоквартирный дом, да? Соответственно, кровля не очищена в настоящее время, да? И, соответственно, данное заграждение не позволяет в полной степени обеспечить безопасность проходящих здесь граждан. Как ходили люди по опасному тротуару, так и ходят. И даже если компания ограждение поставит, ничего не изменится. Не по проезжей же части огибать прохожим свой путь. Крышу следует срочно почистить. За нарушение управляющую организацию ждет штраф от 150 до 250 тысяч рублей. Мы наблюдаем довольно ветхий аварийный жилой фонд. Не всякие управляющие компании решаются его обслуживать. И по примеру вот данных многоквартирных домов хочется отметить следующее, что управляющие организации сейчас в марте поменялись. Одна управляющая организация ушла, вторая управляющая организация приступила к управлению данными домами, но, как видим, мер достаточных пока не принято. Вот на этой улице компания оказалась добросовестней. По первому предписанию снег убрали. Поменяли управдома с начала февраля и другие деревянные дома в столице Коми. Исправлять, говорит начальник жилищно-коммунального отдела, теперь приходится чужие ошибки. Вот в феврале мы взяли 1 числа, а уже 7 числа мы стали очищать кровли от наледи и от сосулек, которые висят вдруг тротуаром и напротив подъездов. Поэтому до сегодняшнего дня у нас 14 дней уже плотники работали и кровельщики на очистке кровель. Конечно, такие кровли, сами видите, что очень тяжело. Даже послать плотника, это вот опасно, потому что они могут провалиться через этот шифер. Представьте себе, тройной срок эксплуатации выше шифера. Если погода больше капризничать не будет, 2 недель, говорят в компании, будет достаточно, чтобы полностью очистить все крыши домов. Обходить проблемные участки каждый день приходится и городовым. Самые опасные улицы именно с такими деревянными домами. В городе это традиционно Октябрьский проспект, где у нас скатные кровли на двухэтажных жилых домах, улица Орджоникидзе, 28-я Невельская дивизия, Плеснина, Майгова. Там присутствуют двухэтажные многоквартирные дома, в которых как раз-таки скатные кровли. Сигналы об опасных крышах каждый день поступают и на горячую линию главы, и в единую диспетчерскую службу, и напрямую городовым. В мэрии, говорят, мониторить приходится и соцсети. Борьбе со снегом во многом помогают внимательные жители. Любовь Филиппова, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.